Тем временем первый этап реализации проекта по строительству Ленского моста идет в соответствии с графиком. На сегодня полностью завершена реконструкция высоковольтной линии электропередач. Она подключена к сети. Строители демонтировали 37 и установили 49 новых опор. Сейчас на площадке идут инженерные работы. О них нам подробнее расскажет наша корреспондент Мадина Халикова. Она находится в районе села Табага и сейчас присоединяется к эфиру. Мадина, здравствуй и ждем от тебя деталей с места событий. Да, Надежда, здравствуйте. Мы действительно сейчас находимся в районе села Табага, где полным ходом идут подготовительные работы к уже строительству моста через реку Лену. Я хочу напомнить, что мост действительно очень важен для республики. Но и о том, какие работы сейчас, собственно, здесь идут, нам расскажет первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Бердников. Дмитрий Викторович, добрый день. Добрый день. Расскажите, о чем, какие сейчас идут работы здесь и к концу года, что планируете уже завершить? Ну вот мы с вами находимся как раз в створе основного хода сооружения мостового. Здесь ведутся работы, начиная с мая месяца, когда было получено подрядчиком разрешение строительства, ведутся работы подготовительного этапа. Работы связаны с выносом сетей электроснабжения, сетей связи, сетей газоснабжения. Проведена рекультивация участка основного хода. То есть работы идут полным ходом здесь по левому берегу. И сейчас вы можете видеть, как раз мы присутствуем при монтаже и установке одной из 5 опор линии 110 киловольт, которые будут в этом году здесь установлены. А линия 10 киловольт уже полностью 3 линии смонтированы, новые опоры, 49 опор переключены, проведены в ноябре месяце переключения. Очень качественно выполнены работы, переключения были выполнены таким образом, что ни местное население, никто дискомфорта не испытали. И работы по левому берегу в этом сезоне с наступлением морозов, наверное, пока до наступления температур таких, которые позволят уже комфортно работать, пока здесь будут приостановлены. Мы переместимся на правый берег, там будет подготовка просеки под основной также ход и подготовка к выносу опор по правому берегу. Напомню, что это еще 10 опор линии 110 киловольт. То есть работы хватает. Вот вчера в своем послании Айсен Сергеевич Николаев сказал, что в 2022 году начнутся уже основные работы по Ленскому мосту. Это какие работы? Основные работы – это как раз те работы, о которых глава республики вчера напомнил, будут вестись уже после получения положительного заключения главгосэкспертизы по основному этапу. Да, у нас действительно сроки немножко сдвинулись, ожидаемые сроки были у нас другие, но хочу напомнить всем, что решением первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Александровича Хуснуллина мы проходили еще раз повторный научно-технический совет ввиду того, что это действительно уникальный и сложный проект, который должен реализоваться в таких сложных условиях. Поэтому, конечно, соответственно, и сроки сдвинулись, но тем не менее с повестки дня эту работу никто не снимает и продолжаем работать. Ну и напомните нашим телезрителям, собственно, о самом проекте мостового перехода. Что это будет за мост, протяженность его? Хочу напомнить, что мостовой переход, общий комплекс, это 14,5 километров. Сама конструкция моста это 3,1 километр. Мост непосредственно мостовое сооружение. Кроме того, по поручению главы республики Айсена Сергеевича Николаева мы вместе с Минтрансом спроектировали и заложили, вот сегодня министр докладывал, заложены средства на параллельный ремонт дороги Умнос, да, которая ведет непосредственно в город. Это будет расширение до 4 полос движения. Все работы будут и муниципальный участок вот здесь, который 5 с небольшим километров до смычки с основным ходом моста и трассы Умнос. Он тоже сегодня прошел экспертизу и тоже будут синхронно выполняться работы. То есть это будет огромный и серьезный комплекс, который действительно станет очень серьезным элементом инфраструктуры не только городской, но и региональной. Спасибо вам большое. И хочу напомнить о том, что президент в своем поручении заявил, что 3 дороги федеральные, это Вилюй, Колыма и Лена, до 2023 года должны стать круглогодичными. И, конечно же, Ленский мост позволит обеспечить восточную
часть нашей страны круглогодичным бесперебойным переходом. На этом у меня все. Надежда. Благодарю, Мадина. Напомню, с нами на связи была наша коллега Мадина Халикова. Она рассказала о реализации проекта по строительству Ленского моста.